Сегодня я знакомлю с положением дел на 21 октября у нас по Нюрбинскому району. По результатам с 13 по 16 октября получено 290 результатов ПЦР. Из них 77 положительных. Это селе Антоновка 6, Джикинли 3, Кюндяди 3, Нюрбачане 2, селе Марха 2, в Марах 1, Жахане 1 и в городе Нюрба это у нас 56 больных. И получили 216 отрицательных результатов. Сегодня сняты с амбулаторного наблюдения 11 человек. Выписано с инфекционного отделения 4 человека. В настоящее время, на данный момент, в Нюрбинском районе у нас 197 больных и 2 вирусоносителя. 197 больных, они с подтвержденной лабораторией. И 2 у нас вирусоносителя, и у нас 19 детей больных. Это самое большое количество в городе Нюрба, это 155 больных, в Антоновке уже 20 человек, Кюндяги 7, Нюрбачане 8, Чапанде 3, Харуле 2, селе Марха 3, Кангаласах 2, Жахане 1, и селе Мар 1 и Джикинли 3. И 2 вирусоносителя у нас находятся в городе Нюрба. На амбулаторном лечении у нас находится 169 больных, на стационарном лечении 28 человек, 24 больных находятся у нас в Нюрбе, и 4 больных мы отправили в город Якутск. В настоящее время в инфекционном отделении у нас 23 пациента, это из них 14 средней тяжести и 5 тяжелых. В провизорном отделении у нас находится 23 пациента. Решением оперативного штаба Нюрбинского района и по распоряжению Министерства здравоохранения республики увеличена коечная мощность нашего инфекционного отделения. Со следующей недели, с 26 октября, то есть с понедельника, будет развернут дополнительная коечная мощность. Это в здании Нюрбинского реабилитационного центра для детей-инвалидов. И еще прорывается вопрос также еще нахождения помещения для тоже открытия дополнительных мест. В данное время, тогда с понедельника, у нас будет 62 коек, чтобы наши больные пролечились в стационарных условиях. 20 октября вчера мы провели заседание оперативного штаба района, заслужили информацию глав поселений города Нюрба, а также наших поселений. Приняты дополнительные жесткие меры по дальнейшему усилению профилактических работ на территории района. Это по контролю за торговыми центрами, особенно магазинами, учреждениями, организациями, а также банковскими структурами и другими организациями, которые находятся на территории Нюрбинского района. По соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Ежедневному наблюдению администрациями поселений по соблюдению режима самоизоляции контактных лиц, организации дневного патрулирования сотрудниками отдела внутренних дел, и мы здесь будем привлекать общественные организации, особенно в городе, по контролю и соблюдением масочного режима населения в городе Нюрба и, конечно, в больших поселениях. И также мы дали задание обеспечить наши аптеки района лекарственными препаратами, противовирусными препаратами. Конечно, мы будем уделять большое внимание гражданам пожилого возраста. В настоящее время в Нюрбинском районе проживает 2303 граждан старше 65 лет, в том числе 1067 граждан, это в городе Нюрба,
из которых работающие граждане должны работодателями переводиться на удаленную форму или применяться другие формы самоизоляции на дому. На диспансерном учете в Нюрнбергском ЦРБ у нас состоит взрослых 9374 человека, подростков у нас 387 и детей 1378. Взрослые с злокачественным новообразованием у нас 263, с сахарным диабетом у нас 765 человек, и болезнями системы кровообращения 2037, и болезнями органов дыхания 444. К сожалению, в аптеках нашего района на сегодня отсутствует альбедол. Гриферон в малом количестве есть в аптеке. Но во всех аптеках имеются другие заменяющие вот этих перечисленных лекарств. Другие, есть заменяющие, да. Во всех аптеках у нас достаточное количество масок и перчаток. Сейчас я нахожусь в командировке в городе Якутске. Сегодня должен встретиться с руководством с двумя поставщиками лекарственными средствами. Мы будем прорабатывать вопрос по увеличению, квотированию, выделения лекарственных средств. Тем более у нас дорога уже закрылась, только воздушным путем можно доставить лекарства. Вчера мы отправили отсюда лекарственные средства на сумму на 500 тысяч. Это будет бесплатно выделяться больным в стационарном, которые находятся на лечении. Да. Еще будем прорабатывать. Ждем поступления концентратов. Тоже будем отсюда отправлять в Нюрбу тоже воздушным путем. Сейчас мы приговариваем с руководством полярных авиалиний по бесперебойному отправлению коммерческого груза до города Нюрба. Сами знаете, вот сейчас с лекарственными средствами, особенно вот альбедол и герспивирон, проблема не только у нас, это по всей России. Но я думаю, сейчас вот заменяющие препараты мы будем прорабатывать вопрос по доставке в городе Нюрба. С 9 октября по 20 октября мы, знаете, возобновили работу горячей линии оперативного штаба Нюрнбергского района. Уже поступило 55 звонков. Все вопросы мы отработали. Вопрос в основном поступает о режиме самореализации, оформлении больничных листов и так далее. С 8 по 20 октября проведено 7 рейдов работниками администрации города Нюрба, общественности, а также административной комиссии Нюрнбергского района. Проверено 61 здание учреждений общепита, развлекательных заведений, магазинов, муниципальных и государственных учреждений. Грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований пока не выявлено, но есть замечания. Мы дали им рекомендации по соблюдению социального дистанцирования, по масочному, перчаточному режиму во всех организациях. Поступают такие жалобы, что в здании Сбербанка у нас и также в некоторых акционерных обществах, в некоторых государственных учреждениях не соблюдается социальное дистанцирование. С сегодняшнего дня будет усилено проверочные рейды по этим организациям. И если они не создадут условия, мы будем требовать их закрытия до выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований. На данный момент на удаленную форму работы мы перевели 285 работников муниципальных и государственных учреждений, за исключением учреждений здравоохранения и образования. Мы в последнюю неделю выделили 3,5 миллионов с районного бюджета. Вот эти денежные средства уже мы перевели, будем переводить на закуп концентратов, на закуп оборудования и, я как ранее сказал, на закупку лекарственных средств для лечения стационарных больных.
Мы были вынуждены увеличить коечную мощность инфекционного отделения, потому что сейчас больные хотят лечиться стационарно. На этот вопрос еще мы будем прорабатывать, еще дополнительные места будем, где, в каком здании. Сейчас мы с районной больницей прорабатываем вопрос, будем выходить на компанию «Алроса» по предоставлению помещений для открытия тоже коечного мощности. Күнді биде дулақтарым, балығыня уштук детақын хызбатын болы. Ол күнен баран нөбір үйоны халалтата оперативный штаб, нехелектерге бар оперативный штаб, баратын білеген контактны бұл хырайдары, ұйджығыд жону, самализацияға олар оқтақ требованиялары баратын бұл білге контролға тұтан олары бұд. Оғылар бұтын білге республика бастығынан дисертационный обучениетен тұра бұд. Олар мен санабынан көптөк қардынан ден мен ағабын тоға детаққа оғылар бұтын онығы патақ бұп болар білген өптекендеке береме оғылар желері олар онлар бұл семейне контакт әлбәнерінде. Оны әрке бейі учуталар бұд әметтен бұл положительный результаттар мен білденерелер. Оғыл хуянлар гәмме өләттер бет өйдігіттері білденелер, онан биһиги бастатан туран оголор бутун кырыстык кытыннады. Онуттан инники таккыбретен турабын, эдерчаттарга тухаян бастатан туран эдерчаттан көрдөх бүтүнө хороготон эдерки быгытына улахана урбат. Кендики береме көрдөхнө то эдерчаттын маскатын кетер болла. Эге жохтакы, эге эдертерге доробиягат бу элер болан эге быырыны чепчекетен улдакытын сөп. Ол кынан баран эге куттулу суктактакты үскөтагат бягыт жомут өсөп ягат эле. Онун күндө оголор эге тох бар бу санитарный эпидемиологический требование тутуактакты. Бу күннерге жүгүскө коратты биги чордон студент олар бут. Додура барыктактар. Онун манна биги нехеле халаталарын кетти. Оны бакоркава престидисүле хеттер оголор бу барылар келер контролга кинереттон учукалаһаны билген үле бара турар. Онуттан басатан турай текпеннада bunu bagat oga epit parwak üdevtinde bigi bu nyobar yonugar on respublikaga ırı geliyetten töt tığınca hetton tattakka pıtsıran alihılı. Bu bir hame ulaqan köndürü onna altını bastayı künütten ere tığınca 500 çöke koddu pıtsırılı. Bihi khas bideki bilen eter bu analiz verilmiş jammut eti aksanel bir koddu göster. Ondan mihana var, düğünden bir heddagan haliye cumhuriyetlik taktı. Oçuktan bir cumhuriyet gerçekten kine hastayanın bile hatıktı. Ondan da kündü bir de dolaklarım Beğatın Karıstan'ın sanitarına epidemiolojik trebiyonu tutuğun ulussağa bilgin otan maskata soğuk sıcı hoq takıp oğulur bütün körün ondan bari gıtır darovuyor bana.